Понимаете, в чем дело? Вся история с Крымом путинская, это история его престижа и его каких-то, значит, внутренних секреций, желания его внутренних секретов. Потому что на самом деле Крым России нужен, как зайцу одна венерическая болезнь. Вы понимаете, он не нужен совершенно России. Не нужен, это больше забот, расходов. Но, понимаете, у него был тогда очень низкий рейтинг, и вдруг рейтинг скачал чуть ли не до 98 с чем-то процентов. Это было. Но дальше-то что с этим делать? Дальше начался... Ну, конечно, хотели прорваться и сделать Новороссию до Приднестровья, чтобы вообще отрезать Украину от моря и задушить ее со всех сторон. Конечно, был, но не получилось. Теперь, понимаете, история такая. Сейчас есть один компромисс. Ему надо сделать красивое лицо. Это он может легко отдать Донбасс, который совсем уж не нужен. Если будет как-то на официальном или полуофициальном уровне признана аннексия Крыма. Но это невозможно сделать. Ну, кажется, что да. Кажется, что украинский политик не может такого Да выговорить. не в этом дело. Вы понимаете, любые мировые сообщества скажут, мы столько делали всяких вещей, мы столько санкций ввели из-за этого, и все это, а вы, как до сих пор многие недоумевают, как вы продолжаете торговать. Мы санкции вводим, а вы продолжаете торговать. Александр Игоревич, помните историю стран Балтии, которых тоже аннексию не признавали, но при этом с Советским Союзом нормально жили? Ну, правильно, да. Это хорошая аналогия.